что это произойдет. Ну смотри, Саша, я понял, что ты говоришь. Но смотри, я, во-первых, не очень доверяю социологии любой сейчас. Я вижу, как ее подают в медиа, эту социологию. Ее подают не холодно, а как, а вот смотрите разгром того, а вот смотрите, она лидирует. А вот, ну, вот каким-то таким тоном, что я не очень ей доверяю. Но на самом деле я спросил про влияние телеящика на русских, чтобы задать тебе вопрос про украинцев. Насколько, вот по твоему мнению, какой процент украинцев, условно говоря, подвержен гречке, вот этой покупке тупой, да, голосов, и какой процент подвержен телевизионному зомбированию, то есть какой процент людей у нас, грубо говоря, похожи ментально на россиян по восприятию пропаганды? Я знаю ответы на эти вопросы в точных цифрах, но давайте я окончу, чуть-чуть буквально окончу. Хорошо, а потом точные цифры, да. Я уверен, я лично уверен, я не за то, что она придет в президенты, а я уверен в том, что действующий президент уйдет на 100%. Это мы еще, ну, это эфир прокрутим через годик, посмотрим, да? Нет, конечно, я уверен в том, что парламент да. поменяется очень кардинально. Я уверен в том, что главные фракции Блок Петра Порошенко, Народный фронт, не то, что не будут главными фракциями в следующем парламенте, а часть этих фракций, которые сейчас есть, вообще улетят с парламента. И формально Путин может сказать точно, наперед, даже не надо работать. Точно, и чем больше он будет не вмешиваться, тем быстрее мы уберем этих людей. Вопрос в другом для Путина. Не придут ли другие, которые скажут, прошлое нам мешали исполнить соглашение об ассоциации с ЕС, а теперь мы точно и ЕС, и НАТО начнем быстро, серьезно работать, уничтожая коррупцию и олигархат. Вот это Путин боится. Ему надо, чтобы пришло ни рыба, ни мясо. Ребята, которые будут ставить Украину на растяжку и исполнять 40 лет подряд это соглашение про ассоциацию с ЕС, чтобы кандидатский ступень нам никогда не светил. Как Турция. 60 лет кандидат в Европейский Союз и 60 лет не член Европейского Союза. Чем закончилось в Турции, мы видим. Да, и чем это оканчивается? Не члены Евросоюза не потому, что они не готовы, а потому что они готовы в Евросоюз. Поэтому внутренние они оба не готовы. Нет, на самом деле Турция, я тоже, там у них политика много раз менялась. И... Внутренний фактор там наименее... Я думаю, ЕС Украину такую тоже будет не готова. Ну, давайте Турцию. И вернемся к этим цифрам, да, которые ты поставил. Да. Значит, до 40-45% избирателей, в зависимости от региона в Украине, готовы продать свой голос. Это ужасающие цифры. Если всех привести на избирательный участок, то есть если штабам, которые готовы найти каждого, кто готов продать свой голос, удается найти каждого, и каждого привести за руку, это просто ужасные выборы. Получается, что всем оппонентам, которые против продажи голосов, которые работают по чесноку, чтобы выиграть выборы, надо объединиться. А такого почти никогда не происходит, потому что, ну, даже когда 2 кандидата или 3 кандидата, они растягивают остаток 60-55% голосов. Спасает от того, что выборы в Украине это приблизительно все-таки выборы, а не аукцион голосов, только то, что очень часто скупщиков на округе, на территории 2-3. И с кандидатами в президенты такая же история будет. То есть кандидаты в президенты, которые будут покупать за деньги, будет не один. Это спасает ситуацию. Потому что если бы объединились все бандиты, преступники, потому что по Уголовному кодексу Украины подобные вещи это преступление, но если бы эти все преступники объединились в банду, одну, выборы бы выиграли 45%. Ну а по телеку до 60-70% влияния телевизора в Украине, оно падает по 4-3% в год. Каждый год влияние ящика уменьшается. Каждый год растет влияние интернета и социальных сетей. Это уже второй канал коммуникации. Очень много людей, для них канал коммуникации. Причем телевизор здесь часто тоже. Он прямо здесь. Ну, конечно, в нарезанном виде. Да, но это совсем в другом виде. Очень сильно растет гаджеты, растут... Но вот сейчас какой процент телевизионно зависимых людей? От 60 до 70% в зависимости от региона. Это страшные цифры, конечно. Но это намного лучше, чем было. Было 80-90%.